Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Не атрымаўся у нас учора эфір по розных аб'ектыўных прычынах. Ну, найперш за ўсё, я так разумею, ўсё ж таки я нешта там не пракантраляваў, не даглядзеў, але мы выконваем і свае і пажаданні наших гледачоў, і дзякуючы таму, што здолела пайсці нам насустрач, мы сёння маем магчымасць пагаварыць і паслухаць думкі эксперткі па міжнароднай палітыцы, кандыдаткі гістарычных навук Розай Турарбекавай. Добрый день, спадарня Роза. Добрый день, спадар Зміцер. Спадарня Роза, давайте пачнем усё ж таки з самых таких апошніх і актуальных навінаў, якія прыходзяць з Мінску. Гэта сустрэча спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Трампа Джона Коула с Лукашенком. Вельмі мала інфармацыі, але тое, што мы маем магчымасць пачуць, пачытаць, пабачыць з тых невялікіх сюжэтаў і паведамленняў, якія даходзяць з Мінска. Якія высновы робіце, можаце рабіць вы? Пра што, што паказвае гэтая сустрэча? Ну, наколькі я зразумела, зараз уже они, мабыць, і скончваюцца, таму што там апошняя фатаграфія была, это выхад да прэсы. Вось, гэта адзначае, што перамовы, не ведаю, там нейкі прамежутачны там результат у них есть, да? О чем свидетельствует вообще визит Коула? Как мы с вами и говорили на предыдущих эфирах, переговоры по этому треку идут в штатном режиме. Каждые 3 месяца происходит освобождение политзаключенных. Спадзяюся, што ў гэтым выпадку не будзе ніякіх выключэній. Вось мы таксама чакаемся, колькі будуць вызваленыя ці насамрэч экстрадзіраваны, но ўсё ж таки вызваленыя палітзняволеныя. І на што гэта будзе размененае, што з'яўляецца картай. Вось. Но тут прагучала ўжо, што яны працуюць над арганізацыяй візіту Лукашенко до Злучаных Штатаў. Но тут прагучала не вельмі дакладна. То есть что-то там... Мы працуем над гэтым, да. Да, вот. То есть это не утвердительная форма, что такое пытанне абмяркоўваецца. Ну и все, господи, тут мы пакуль не ведаем, якія лічбы вызваленых, таму дагэтуль я не буду нічога каментаваць. Мы ўсе спадзяёмся убачыць наших знаёмых, сяброў, шмат сваякоў таксама спадзяюцца на вызваленне. Давайте пачакаем. Ну так, сапраўды, розная інфармацыя і наконт лічбаў, і наконт імёнаў, і зараз спекуляваць на гэтым, гэта, безумоўна, будзе троху так заўчасна, таму што, як неаднаразова казалі людзі, якія той ці іншай ступені датычныя ці да складання спісаў, да перадачы нейкай інфармацыі, яны заўсёды казалі, што спісы маглі мяняцца ў самы апошні момант, спісы маглі пераглядацца. Увогуле, можа прадстаўнік з Трампа прыехаць з адным спісам, а па выніку атрымаць зусім іншы. Таму тут нешта спекуляваць лепей не будзем. Тут я з вами цалкам згодны. Але калі мы ўсё ж таки трошачку ізноўку, мы з вами закраналі гэтую тэму, але паспрабуем на фоне тых апошніх падзеяў, заявы прапаганды, у тым ліку, тур цэлую учора перадачу з гэтай нагодзе прысвяціў, магчымасці заставацца. Наколькі сапраўды для Лукашэнкі гэта ўжо такое пытанне не асабліва важнае. Хай сабе застаюцца. Ці ўсё ж таки гэта тое, над чым яшчэ таксама будуць спрачацца? Я так зразумела, што ўсё-таки гэта не вырашанае пытанне, і таму што там павырезалі ўсё, гэта была цэнзура наконт гэтага, наконт гэтых слоў Лукашенко адносна застаюцца ці не. Потым там
Калі я чытала апошнюю інфармацыю, то там было написано, што ён казаў, што вось яны тут у прававым полі павінны знаходзіцца, так ну это зразумела, што яны павінны дзе знаходзіцца за кратамі. Вось і гэта не вызваленне, конечно, вось я не ведаю. Давайте пачакаем, як там цыплят по осени считают, давайте посчитаем уже тогда, когда увидим. Я думаю, нам недолго осталось ждать. Ну так. А вось, дарэчы, мне цікава ваше меркаванне наконт, вот вы узгадалі что там былі выразаныя словы Лукашэнкі наконт того, хай застаюцца ці не у выніковых праграмах АНТ. Вось менавіта на гэтую тэму таксама учора ў сваёй праграме звярнуў увагу Тур і такі пальцы веерам раскінуў і кажа: я спецыяльна гэта зрабіў. Это я прыняў рашэнне типа зрабіць эксперымент такі і выкінуў гэтыя словы з праграмы, каб паглядзець, якая будзе на гэта рэакцыя збеглых. І я не прылічыўся, кажа Тур. Вот как яны адразу узбудзіліся, пачалі казаць пра цэнзуру, пра вырызанне, пра тое, што там пазіцыя змянілася. Мы это самое, тут пытанне не да медыа эксперта, а менавіта да эксперткі па міжнароднай палітыцы і ввогуле па палітыцы. Наколькі гэта нармальна, вот што кіраўнік краіны, лідар там заявіў, зрабіў заявы гучныя на пэўную тэму, а журналіст такі: а я вырашыў, што я это выкіну, вот гэта выказыванне там кіраўніка краіны. Ну, глупство, конечно, потому что вырезал не он, а вырезали по указке сверху, это понятно. А вот это вот игры, все эти тура, ну, я не знаю, какие слова подбирать. Ругаться не хочу, а как бы приличных слов у меня для него нет. Я не смотрю тура, я не смотрю белорусское телебачение, я маю на увазе наши пропагандистские каналы. Меня интересуют факты. То, чем они не занимаются фактами, они занимаются пропагандой. Пропаганда меня не интересует даже с научной точки зрения, с академической, потому что это не моя как бы сфера. Вот этим занимаются эксперты как раз именно, которые занимаются там контрпропагандой или анализом пропаганды. Вот. Мне тур не интересен вообще. И вся белорусская пропаганда тоже. Меня интересуют факты. Вот из фактов то, что я вижу на сегодняшний день, как мы все с вами видим, переговоры идут в штатном режиме, круг участников все тот же, я имею в виду состав, да, переговорной команды с той и с другой стороны. Даже Кристофер Смит приехал, хотя там у меня были вопросы относительно, по-моему, там у него какое-то новое назначение было, но тем не менее он продолжает. И его роль в этом переговорном процессе, насколько я поняла, даже Лукашенко подчеркнул. Вот это к вопросу о фактах, да, что там Рыбаков находится, он все там же внутри этой команды, что он там наши заметили, что он там переводом занимается, но не страшно, Кристофер Смит отлично понимает по-русски, не волнуйтесь, все в порядке в этом отношении. Я думаю, что делается специально, дабы не было лишних ушей вообще, совсем, как говорится. Вот, ну, русские активизировались, как вы знаете, МИД активизировался, русский вот накануне, да, они же и замечания всякого рода, послания делали, послали какую-то команду, там приезжали, встречались, была встреча в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации. Понятно, понятные игры, ясные игры. Факт остается фактом, кол там. Предмет переговоров известен. Мне просто интересно, что на что поменяют. Вот сапраўды, да, бо таму што пакуль што толькі размова пра вот такую плюшку ў выглядзе мы паразважаем, там прапрацуем магчымасць візіта Лукашэнкі ў ЗША. І што? Ну папрацуеце, ну скажаце, ну что-то праца не пошла. И что? Ну, хорошо, ладно, он приедет. Хорошо, ладно, он приедет. Это не отмена санкций, это ну, понимаете, мы же, по-моему, с вами тоже это обсуждали. Я говорила, что самая желанная плюшка, которую хочет получить Лукашенко со стороны США, это отмена банковских санкций, санкций в банковской сфере. Видимо, речь сейчас идет не о них. Я предположила, что, может быть, что-то про нефтянку будут говорить, там, снятие санкций, например, с нафтана. Вот. Ну, пока
Я не могу дальше спекулировать. Я не люблю этим заниматься. Ну тут да, сапраўды няма інфармацыі, але давайте про тое, что по фактах, по якіх ось сапраўды якіх у нас не шмат, но яны ёсць. Вот жаданне і заявы, просьбы Лукашэнкі пагаварыць наконт Ірана того ж самага. Гэта просто адзначыцца, гэта просто спроба данесці сваю пазіцыю, ці это спроба как бы перавесці размову у іншы накірунак. Вот для чаго гэта робіцца? І што па выніку можа атрымацца? Ну, это, во-первых, демонстрация перед Кремлем. Что мы не забываем, на чьей мы стороне, с какой стороны баррикады мы находимся. Мы находимся с этой стороны. Но как бы ведем переговоры, потому что там вот у нас такие-то, такие-то вопросы мы пытаемся решить. Вот и все. Поэтому про Иран нельзя сказать, сейчас нельзя не говорить об Иране. Сейчас об Иране весь мир говорит. Это невозможно этого избежать. От того, что происходит сейчас в регионе Персидского залива, зависит мировая экономика. Если дальше так пойдет, будет мировой экономический кризис. Типун мне на язык, конечно, но все движется в этом направлении, к сожалению. И пусть экономисты меня поправят, но весь предыдущий анализ международных отношений за последние по меньшей мере 40 лет, если не больше, вот свидетельствует о том, что всегда война на Ближнем Востоке, она так или иначе выступает в качестве триггера. Либо война на Востоке или революция на Востоке является последствием чего-то там. Связано это напрямую с мировой конъюнктурой, в первую очередь цены на нефть и газ. Но это только начало, потому что цена на нефть и газ, вообще в принципе на энергоресурсы, она же за собой тянет все остальное. Это понятно, потому что это базовый ресурс, это энергетический базовый ресурс. Поэтому то, что мы с вами сегодня видим, ну я не знаю, как у вас, а у меня волосы дыбом и глаза круглые, потому что как бы такого разноса я даже не упомню. Там, даже, по-моему, когда была первая война в заливе, под первой войной в заливе я понимаю в первую очередь захват Ираком, Кувейта. И тогда была экологическая катастрофа. Саддам Хусейн, по-моему, когда они отступали из Кувейта, они подожгли нефтяные эти самые скважины. И там горело, но американцы очень быстро как бы это купировали, восстановили, потому что они же Кувейт освобождали вместе с коалицией, кстати говоря. И это была одна из самых страшных вещей. Была еще такая танкерная война в заливе. Но теперь мы с вами видим все. И это, и 5-е, и 10-е. И под 10-м я имею в виду, что сегодня происходит с газом. Да? Я имею в виду взрыв газовой инфраструктуры в Катаре, как якобы ответный удар на нападение Израиля, бомбардировку Израиля крупнейшего газового месторождения в Иране, и резкий скачок цен на газ в Европе, потому что, как вы знаете, Катар являлся одним из основных, если не основным поставщиком газа, особенно после того, как Европа отказалась от российского газа. И сейчас все это летит в тартарары. Вот, поэтому что вы хотите, чтобы Лукашенко про это не поговорил с Коулом? Может быть, под видом этого он поговорит о снятии санкций, например, с нафтана. Разве не повод поговорить об этом? Конечно, повод. То есть то, что нам кажется издалека, может быть совсем не издалека. Я имею в виду как раз именно то, что касается там притянуть свои вопросы к этой повестке. Да. Сейчас все пытаются притянуть свои вопросы к иранской повестке, к ближневосточной повестке, для того, чтобы оставаться в фокусе. А в фокусе оставаться сейчас сложно, потому что если вы открываете мировые медиа, первые 10 уже новостей – это исключительно эта война. Где на этом фоне Украина? Ну, Беларусь. Это там. Куба. Простите, Куба еще вот фигурирует. Да. Забыли про Гренландию, про Канаду, про тарифы. Про что еще забыли? Даже забыли про афгано-пакистанскую войну, которая идет полным ходом, как вы знаете. Там идет бомбардировка Кабула, там
Огромное количество людей погибает, а еще они погибают, потому что плохая инфраструктура. Вот, и все ушло на второй план. Первые 10 новостей 100% только это война США, Израиля с Ираном. И все события в заливе, ну, имеется в виду, связаны с этой войной. Я, может быть, трошечку как бы у бок, и потом мы вернемся, может быть, больш плотно до Ирана. Да, я ведаю, что у нас абмежаваны сёння час. Спадарня Роза, усё ж таки, вот вы слушна заўважылі, уся увага на Иран. Нават Зеленскі скардзіцца, что на фоне того, что адбываецца в Иране, у яго ёсць перасцярогі і дрэнныя прадчуванні для Украины, чым это абернецца, тому что не толькі увага, але і зброя ідзе туды, а могла б пайсці ва Украіну. І на гэтым фоне мы бачым прыезд Коўла ў Мінск з прывітаннямі ад Трампа Лукашэнку і гэтак далей. І думаеш, ну няўжо яны там как бы не забыліся, для іх так важна. То есть спачатку ідзе Іран, потым Лукашенко на другім месцы. Вот чаму? Вот здавалася б, можна было на гэта махнуць рукой і перанакіраваць усю увагу, усе там дыпламатычныя, военные, все астатнія дзеянні вот туды, у той рэгіён. Не, ну это не так же работает на самом деле. Кол спецпредставитель по Беларуси. Поэтому он делает свою работу. Он делает свою работу, он связан достаточно близко с Трампом. Он получил мандат фактически на Беларусь, и он сейчас этот мандат реализует. Трампу кровь из носу нужны хорошие новости. Вот сейчас это будет хорошая новость. На фоне того тупика, в котором они оказались в заливе, на фоне тех скандалов, которые сейчас разворачиваются вокруг залива, там, в том числе и отставки внутри, да, администрации США, как вы знаете, вот, кровь из носу нужны хорошие новости, не имеющие отношения к Ирану. Потому что там непонятно, что является хорошим, а что плохим. Да? Эксперты, конечно, мочат администрацию американскую с артиллерией ежедневно, потому что аналитики все свидетельствуют о том, что бы они сейчас ни делали, все плохо. Все заканчивается плохо. Последствия ужасные, unpredictable, там, непредсказуемые полностью, да, и имеют колоссально негативное влияние на мировую экономику, на цены на топливо, а цены на топливо, на бензин в Америке – это как цена на хлеб у нас. Вы же знаете, да, потому что как бы каждый взрослый американец, он за рулем. Вот, и у них нет там развитой такой системы общественного транспорта, то есть она есть система, но она не настолько развита, не стоит сравнивать, там, например, с Европой, да, вот, и как бы особенно с Восточной Европой, потому что тут как бы традиции наши свои, да, поэтому цена на топливо это прямо, ну я не знаю, это цена на хлеб буквально, и как бы это все прямо вот отслеживается, это влияет. Поэтому в этой связи Кол делает свою работу. Вне зависимости от того, что происходит в мире, он делает свою работу. А если он привезет в клюве хорошую новость, это будет хорошо. Вот и все. А чтобы понять, где Беларусь сейчас находится, надо открывать мировые медиа. В мировых медиа слово «Беларусь» отсутствует сейчас. Мы с вами можем там открыть сейчас BBC или там, я все время смотрю BBC, CNN, Аль Джазира. Ну, Fox News, просто Fox News не обладает глобальным влиянием. А вот их смотрят там сторонники просто определенных партий. А вот вы открываете и смотрите в фокусе, кто находится. Залив, потом Куба, Украина. Тенс. Ну, в смысле, цена на нефть, цена на газ, резко поднялась цена, Великобритания, там еще кто-то там реагирует на это, но это все опять-таки в этот клубок складывается, да, под названием «События в заливе». Все. И Беларусь не фигурирует. Вот если произойдет освобождение политзаключенных, значительное число, тогда мы можем увидеть на один день эту новость. Но не в топе, скорее всего. Ну, в топ-5, может, войдет, в топ-3 вряд ли. Вот. И на один день.
Ну так, але з улікам того, что гучных імёнаў зараз у рукаве у Лукашэнкі няма, ну і маецца на увазе для сусветнай супольнасці, не для нас, для мы тут как бы іншымі і как бы аперуем що ж таки імёнамі і значнасцю, а для іх это былі той же самый Сергей Тихановский, та же самая Мария Колесникова, яны их чулі, яны былі на слуху, яны уже вышли. Главное Беляцкий. Да, Беляцкий, безумоўна. Нобелевской премии сразу, да. Так. Но все гэтыя люди ўжо на волі, і таму зараз, калі для сусветнай супольнасці гучных імёнаў нема, то значит что? Колькасцю можна прыцягнуць увагу. Да. Либо каким-то образом привязать Лукашенко к Ирану. Потому что Лукашенко является союзником. И если союзник сегодня идет на попятную, и это можно изобразить так. Вот проблема заключается в том, что мало кто может написать про Беларусь хорошо и качественно. Сразу, сходу. Вот про залив пишут сразу хорошо. Вот это видно, там просто заточена аналитика, много специалистов, хорошая конкуренция была в свое время. Вот. А по Беларуси мало пишут. Могут написать, что вот энное количество людей освобождено, Лукашенко, этот самый как его, союзник Ирана, тем не менее, вот он идет на переговоры, вот он такой. Это, в принципе, кстати говоря, могут разыграть, но я, честно сказать, я не знаю, насколько это возможно. Сейчас на первом месте стоит цена на нефть и газ. Так, да, давайте тады далей. Мне про нас, правда, тут поправляюць і кажуць, што з гучных і вядомых імёнаў застаецца яшчэ Анджэй Пачобут. Безумоўна, гэта гучнае імя, но але ўсё ж таки больш у лакальнай такой інфармацыйнай, як мне падаецца. Европейской перспективе. Да, еўрапейская перспектива. Польша, безумоўна, найперш гэта. Можа быць Літва, можа быць трошачку яшчэ далей, але не для ЗША гэта імя і не для Европы. То есть тут как бы не падасі на першай старонцы BBC, что выйшаў Пачобут і все скажут: о, мы ведаем, мы радуемся. Ну то бок мы-то ведаем, и для нас это важно, а там не заўсёды, но да. Я просто хотела бы сказать слушателям, оптика очень разная. Мы с вами, когда, например, когда открываю Аль-Джазиру, или же, например, есть индийские новости, я иногда смотрю индийские новости, потому что мне просто, в принципе, хотелось бы посмотреть на этот мир их глазами. Мы все время смотрим на мир своими глазами, у нас замыленный взгляд, нам кажется, что наши проблемы дотычатся до всех. Нет, вообще там как бы совсем другая оптика. Вот. И там, когда открываешь, там Беларусь может фигурировать очень редко, потому что оптика из Южной Азии, она другая, с Ближнего Востока она там третья, с Восточной Азии она пятая, и, соответственно, из Америки, из США она 10-я. Для американцев важно, что происходит на мексиканской границе, да, а не на границе Литвы и Беларуси. Вот, поэтому, если там какие-то происходят события, вот для них самое главное, что происходит в первую очередь у них, да, и все, что рядом с ними. Поэтому оптика очень разная. Но здесь очень, кстати говоря, отдельный разговор, что мировые медиа известные, да, которые задают мейнстрим, они же как раз-таки локализуются где? Это к вопросу о неравенстве информационном. Не неравенстве с точки зрения, я не знаю, намеренного неравенства, а неравенство с точки зрения вот этой оптики. И этой теме можно посвящать целые, там, я не знаю, диссертации, семинары и так далее. В свое время было большое достижение, что Аль-Джазира выросла до уровня глобального медиа. До того момента были исключительно западные медиа. И арабский мир там, они просто были глубоко возмущены всем этим. И там в ЮНЕСКО и в ООН продвигали, например, такие инициативы, как новый информационный коммуникационный порядок. Но ничего из этого не получилось, потому что пока вы не вырастите свой собственный монстр, чтобы был, да, медийный, ничего у вас не выйдет. Но сейчас, благодаря Аль-Джазире, например, мы имеем возможность вот такой иной оптики, внутренней оптики из региона на сам регион. Это бесценно на самом деле, бесценно. Вот. У нас такого медиа нет. Восточноевропейского, который бы вырос до уровня глобального медиа и задавал бы мировую медийную повестку. Такого нет.
Да, на жаль, сапраўды такога няма. Спадарня Роза, узгадалі беларуска-літоўскую мяжу, не магу не спытацца у звязку з Коулам. Таксама прыйшла інфармацыя про тое, что Коул как бы не публічна сустракаўся з прадстаўнікамі літоўскай апозіцыі. Это там зарана днёма нам про Лукашенко, ну не про лукашэнкаўская, конечно, там, але якія выступаюць за неабходнасць перамоваў, зменаў палітыкі, там гандаль с Лукашенкавай и так далей. Что это значыць? Гэта звычайная практыка дыпламатаў чуць розныя пазіцыі, ці это нешта большее? А я не упевнена ў тым, што там гаворка ідзе пра вось тую апозіцыю, таму што Заря Нёман, она не ў апозіцыі, она ў кааліцыі. Ну там хрысціянскія дэмакраты былі, я чытаў. Хрысціянскія дэмакраты это зусім іншыя людзі. Это тыя людзі, якія ўправлялі Літвой да вось гэтага кабінета. Не, это другие, это нормально. Пробачьте. Центристы. Вось. Это центристы. Яны наши сябры. Я маю на увазе беларускіх дэмакратычных сіл. Они у свой час приняли Светлану Тихановскую. Вось, і вось як бы хрысціянскія дэмакраты не. Яны прытрымліваюцца жорсткай пазіцыі ў адносінах, у стаўленні да рэжыму. Вось, не, это не Заря Нёман, это зусім іншае. Калі гаворка ідзе пра хрысціянскіх дэмакратаў. Ну, бачите, мы тут как бы на гэтай сустрэчы не прысутнічалі, інфармацыя такая вельмі скудная, тым не менш вот тое, што пішуць. Ну, можа, сапраўды просто збіраў розную інфармацыю з розных крыніц, з розных палітыкаў Коул, каб быць у тэме. Дарэчы, як вы думаеце, ці магчыма вырашэнне ўсё ж таки вот этой беларуска-літоўскай крызы дзякуючы гэтаму прыезду? Я так зразумела, что да, с одного боку, ну, с ім таксама сустракалася Рудзіненне, прем'ер-міністрка Літвы, і, канешне, я так зразумела, что яе як бы таксама як кіраўніка урада, яе хвалюе вось гэтая праблема адносна, па-першае, бяспекі мяжы, этих метеозондаў. Вы ведаете, что опять как бы возобновились полеты этих медиазондов. И по-другое, это, конечно, вот это невырашенное питание относно грузовиков. И эта проблема не вырашается. И я так зразумела, что они Кола таксама, ну, як бы, пытаюць наконт того, чтобы ён нешта казаў бы Лукашенко. И я так зразумела, что они, ну, у них есть такая попытка скарыстацца да вось этой магчымасцю, каб паўплываць на Лукашенко вось у гэтых пытаннях. Ну и вы бачили, что накануне, что проблема грузовиков, литовских грузовиков, она в первую очередь теперь уперлась в выставление счета за обслуживание простой грузовиков на белорусских автостоянках. Вот, как будто они там стояли добровольно, да, как будто их как бы... В общем, там, конечно, это большая проблема, которая, вот, ну, не знаю, как она будет решена. Заинтересован ли Джон Коул до конца решать эту проблему? И за счет чего он должен решать эту проблему? Не берусь судить, не берусь, а самое главное спекулировать. И я стараюсь в первую очередь придерживаться тех фактов, которые мы с вами знаем. Надумывать и придумывать – это вредно. Это просто вредно. Ну вот я адкрыў навіну, якая ёсць датычна гэтай сустрэчы Коула з апазіцыяй, як напішуць літоўскай. Ён сустракаўся ў Вільні з дэпутатамі сейма Літвы Ігнасам Вегеле і Рымасам Янкунасам, а таксама з дэпутатам Еўрапарламента Пятрасам Гражулісам. Так вось, бэкграунд усіх трох тым, што яны Ігнас Вегеле, які прадстаўляе партыю хрысціянскіх дэмакратаў, раней заявіў, што палітыка Літвы у адносінах да Беларусі пацярпела полны правал.
і яго вот что Янкуна с Союза хрысціян выказаў крытычную таксама крытычна на адрес літоўскіх уладаў, а еўрадэпутат Пятр Гражуліс наведаваў амбасаду Беларусі і выступае за дыялог з Мінскам. То бок гэта тыя, хто вот менавіта крытыкуюць такую пазіцыю Літвы датычна Лукашэнкі, якая дзейнічае. Не, они критикуют позицию этого правительства. Не Литвы, а этого правительства. Тут тонкость в этом заключается. Потому что это оппозиция. Они критикуют именно политику данного правительства, при котором развернулась вот эта проблема, связанная с этими метеозондами и связанная с закрытием границы и пострадавшими от этого грузоперевозчиками литовскими. Вот о чем идет речь. Не о всей предыдущей политике Литвы. Потому что если он с христианско-демократической партией, то он критикует как раз именно это. Ругинение они критикуют. Ругинение. Что она не справляется с ситуацией. Не может. А это, извините, внутриполитические разборки. Ну да, тады не будем улезть в гэтые разборки. Вот, что касается использования вот этой риторики односного диалога с режимом, там один из них, да, высказался, он является представителем христианских демократов или нет? Ну, накольки я разумею, нет. Насколько мне известно, христианские демократы не придерживаются этой линии. Или не придерживались. Может быть, я что-то уже упускаю тоже. Можа быть, але я гляжу таксама навіны, што на фоне вось і гэтага прыезда Коула і гэтых перамоваў і гэтых пацяпленняў адносінаў у той же час і колькасць гэтых метэазондаў как бы ёсць, прысутнічае, і колькасць спробы нелегальнага перасячэння мяжы як Літвы, так Латвіі і зараз Польшчы таксама павялічвалася. Гэта ўсё ж таки такая, ну, сезонная прыкмета ці нешта большее? Ну и сезонная так само, потому что зараз потеплело, тут все подсохло, можно, я так понимаю, двигаться. Вот. Ну, дальше опять спекуляции вы от меня хотите. Я не буду спекулировать. Не будем. Давайте звернемся до Ирана. Усё ж таки ваш анализ, чаго чакаць? З аднаго боку мы бачым Трампа, які ўжо кажа, што там мы ўжо перамаглі. З другога боку мы бачым удары Ізраіля, у выніку якіх былі, як яны кажуць, ліквідаваныя дастаткова знакавыя фігуры з кіраўніцтва Ірана, і што хтосьці кажа, што наадварот зараз да ўлады прыйдуць увогуле неадэкваты, у якіх тармазоў не будзе. То бок чаго чакаць далей, якога развіцця у гэтай сітуацыі, у гэтай вайне? Ну, по-перше, это питание относно того, что сохраняется контроль со стороны правительства Исламской Республики Иран на территории Ирана или нет. Вот. Пока признаков того, что контроль теряется, нет, но, возможно, у нас мало информации. Еще раз подчеркну. Вот. То, что выпадает из анализа, то, что, к сожалению, мало кто об этом говорит, начался формироваться поток беженцев. А вы же знаете, что в основном бомбардировками утюжат Тегеран, буквально утюжат. При том, что убивая одного лидера, параллельно убивают всех, кто вокруг. Да? То есть это достигается ценой, в том числе и бомбардировок очень серьезных, во время которых страдают, я думаю, в том числе и просто обычные гражданские лица. Вот. В связи с этим Тегеран, вы же знаете, самый большой город в Иране, кроме того, что это столица, 9 миллионов человек. В связи с этим я видела информацию, по-моему, в настоящем времени, я не знаю, откуда они взяли эту информацию, внутри уже Ирана происходит вот это вот движение беженцев, которые бегут, да, со своего места жительства, куда бегут, вопрос, 3 миллиона уже. Всех интересует цена на нефть и газ, никого пока не интересует количество беженцев. Но все соседи в ужасе, как вы знаете, потому что они понимают, что это проблема в первую очередь для них.
Вот, и граница предварительно стараются там, я не знаю, усиливать границу, видимо, там перекрывать и так далее. В том числе, кстати говоря, иранские погранслужбы не выпускают сейчас людей из страны. По крайней мере, есть такая информация, что они выпускают исключительно иранцев, которые имеют иностранцев с иностранным гражданством, да, и с двойным гражданством. Всех остальных пока они типа не выпускают. Это к вопросу о том, что ожидается в скором времени массовое пересечение границы. Вот, пока, видимо, происходит какой-то там, я не знаю, контроль на границе. Вот, так как Тегеран находится севернее, да, больше в северной части, то это в первую очередь, если речь идет о потоках беженцев, да, то это в первую очередь угрожает Кавказу, Турции и в меньшей степени Центральной Азии. Но если дальше война продолжится, будут бомбардировать не только Иран, но, например, и города на юге, вот, то, значит, будет поток беженцев уже через море. Вот. Меня больше всего интересует, что в медиа не обсуждают не судьбу американцев. Судьбу американцев там всех уже знают наперечет, сколько людей погибло, где погибло, в результате каких атак. Судьба самих иранцев, тех самых иранцев, которые в январе выходили на улицу. Вот. И я сейчас говорю вам. Вот информация. 3 миллиона человек. Уже внутренние перемещенные лица, в основном бегут из Тегерана. Вот про эти последствия, к сожалению, мало кто говорит. Ну да, понятно, что это же не цена на нефть и газ. Но последствия являются более драматичными и долгосрочными, чем цена на нефть, конечно. Потому что если так дело дальше пойдет, то, оценивая предварительно, какие были потоки беженцев из Сирии, из Афганистана, из Украины в результате войны, в принципе, перспектива есть, такой потенциал такого потока до 10 миллионов человек. І безумоўна людзі будуць безумоўна выязджаць просто спачатку, каб выехаць з краіны, каб падалей ад ваенных дзеянняў, але у перспектыве, я так разумею, што большасць будзе спрабаваць дзесьці перабрацца ў Европу. Якія гэта вось стварае? Есть здесь очень разные пути. Мы с вами уже тоже имеем определенный опыт бегства, да. Вот. Каким образом мигранты, вернее, эти самые беженцы действуют? Во-первых, они бегут туда, куда они могут прибежать, да. Вот если, например, мы с вами говорим о северной части Ирана, там вот эти народы, которые проживают по ту и по другую сторону границы, да, они, скорее всего, родственно связаны, и они будут ехать туда, да, например. Большое азербайджанское меньшинство в районе 20-24% от населения Ирана. 94 миллиона человек. Считайте, сколько 20% от 94 миллионов человек? 18 миллионов. Сколько это миллионов? Больше, чем в Азербайджане. Вот. Куда они будут бежать, кроме Азербайджана? Это в Турцию. Вот. Там, например, туркоманы могут там попробовать, туркмены, да, могут попробовать там переместиться в Центральную Азию, потому что ближе. А в Иране проживает, кстати говоря, проживало значительное казахское меньшинство, кстати говоря. Понятно, куда, да, они могли бы там нацелиться. Но в свое время просто казахов много выехало из Ирана в результате политики возвращения, так называемой. Вот как будут действовать. Понятно, иранские курды куда побегут? В иракский Курдистан, это ясно, да. То есть, вот так будет. Есть еще арабы Хузистана. Вот. Куда арабы Хузистана поедут? Туда, где арабы, да, там, я не знаю, посмотрим, куда они там могут бежать. Ужас. Вот, конечно, в первую очередь к своим поедут, к родственникам, к дядям, к тетям, где они. Вы же знаете, иранские общины за пределами, в том числе в Соединенных Штатах, значительные. История бегства большого количества людей из Ирана – это большая история. Вот, поэтому, вот так вот.
Ну, Это один из то бок мы таких. мы маем у перспектыве вялікі мігранцкі крызіс, які будзе ў розныя бакі, прычым развівацца. Калі казаць пра ваенны, наколькі ўсё ж таки можа ёсць пагроза, што суседнія краіны, якія зараз спрабуюць ўсё ж таки ухіляцца ад ваенных дзеянняў, той же самы там Катар, там ОАЭ, там іншыя краіны далучацца сапраўды да гэтай аперацыі. Ну вот как бы НАТО паспрабавала ухіліцца, но яны еўрапейскія краіны далёка, а гэтыя побач іх абстрэльваюць. Ну, там чем присоединяться вопрос? Насколько у них большие вооруженные силы? Население Объединенных Арабских Эмиратов не превышает, по-моему, 3 миллионов человек. Это как Литва. Ну, представьте себе, какая у них армия. Катар и того меньше. Бахрейн еще меньше. Кувейт чуть-чуть в районе, чуть-чуть больше, там 4, по-моему, миллиона, может, 5 миллионов вместе с этими, с трудовыми мигрантами, их просто никто не считает. Вот. Там говорить не о чем. Там только Саудовская Аравия 30, там, по-моему, больше 30 миллионов человек. Вот какая армия, это вопрос. Какая армия, вы мне извините, да, вот сейчас начнут там писать всякие большие знатоки в комментариях. Турарбекова опять на стороне Ирана выступает. Нет, не на стороне Ирана, я просто ситуацию знаю. Армия Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов ведет длительную войну в Йемене. И они этих хуситов не могут победить вообще. Сколько лет уже идет? Этих хуситов всего треть от населения Йемена. Они там с самого начала были вооружены, ну, чуть не, извините, мне винтовками начала 20 века. Сейчас, конечно, у них получше вооружение, включая беспилотники иранские, да. Но все равно Саудовская Аравия, богатейшая страна, которая имела возможность себе построить такую армию и такой флот, они не могут этих хуситов скрутить уже в течение скольких лет, по-моему, 10, даже больше 10 лет. Не могут. И хуситы отовсюду выпили в Йемене. О чем вы говорите? Какой Иран? Понимаете, когда мы с вами рассуждаем так, как будто бы Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт, как будто они равны по своему военному потенциалу Израилю и США. Или хотя бы Ирану. Да ничего подобного, близко. Это в военном смысле страны, которые, они не могут обеспечить свою безопасность. Они очень богатые, но свою безопасность обеспечить не могут. Именно поэтому они в свое время очень были рады разместить на своей территории американские военные базы. То есть крупнейшая американская военная база, откуда осуществлялось в свое время руководство широкомасштабной военной операции в Ираке, находится, например, в Катаре. Оттуда же управляли всей этой самой войной в Ираке. Но это означает, что у самого Катара нет такой армии. Они не могут обеспечить свою безопасность. Они там без вины виноваты. Они богатые, но армия у них и флот слабенькие. Опыт у них не очень. Они очень хорошие выделяют там суммы на своих военных, но эти военные, они не могут продемонстрировать свою эффективность. Это показал Йемен. А тут Иран. Ребят, вы что? Вы откройте, почитайте про вооруженные силы Ирана. Вы знаете, что такое КСИР? КСИР – это фактически параллельная армия, регулярная вооруженным силам. Да? Сколько их там? В районе скольких тысяч? Там счет идет на сотни тысяч. Понимаете? В Иране 94 миллиона человек. В самой крупной стране залива Саудовской Аравии 36, 37, 38 миллионов человек. У Ирана какой опыт? В том числе и войны. Одной войны, еще там одной войны, плюс куча всяких разных операций, плюс куча всяких разных участий, там, я не знаю, помощи там Хезболле, Хамас, хуситам. Вот. Это они не просто оружием помогали, там КСИР выезжали, есть же знаменитое у них это объединение, вооруженное формирование под названием КУЦ. Вот они недавно как раз отмечали день рождения КУЦ. Вот. Это как раз специально созданные бригады или там, не знаю, сколько там их, большая достаточно численность, для операций за пределами Ирана. Вот они и воевали все это время там. В Сирии воевали, еще где-то воевали, еще где-то воевали. Вот. А эти нигде не воевали.
У этих только в Йемене, и там, извините за выражение, там им так наваляли хуситы, что они еле ноги на себя туда. Дякую, вялікі спадарыня Роза. Я просто нагадываю, что вы абмежавалі нам час. Зараз ужо вам трэба спяшацца, хотя я безумоўна з задавальненнем працягнуў бы задаваць вам пытанні, але разумею, что у вас свае ёсць планы. Таму я дзякую яшчэ раз. Экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова была з намі ў эфіры. Дзякуй, подписывайтеся на телеграм-канал і на YouTube канал спадарыні Розы у чаканні, што хутка з'явіцца яе лекцыі пра іслам. Усе чакаем, таму да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечно.